Журнал новый у вас, да? Журнал не должен быть как те журналы, которые нам раньше крутились за 10 минут до начала фильма, где говорилось о наших достижениях. Я считаю, в первую очередь, журнал должен поднимать проблемы. Конечно, достижения есть, но проблемы пока, в первую очередь, стоят проблемы. Республика ежегодно получает дотацию 1 300 000 000 рублей. 35% предприятий не выполняет договорных поставок. 1/4 работает убыточно. Треть не справляется с планом прибыли. Станет ли республиканский хозрасчет спасительным средством для оздоровления экономики? Мы знаем, что многие территории думают и решают уже эти вопросы. Сегодня мы подключили научные силы. Это наш КОМИ, научный центр Уральского отделения Академии наук, университет, другие научные подразделения. Мы берем весь опыт, который имеется по Союзу. У нас есть договоренность, что как только наша территория, наша республика будет готова, приемлемо, конечно, к общесоюзным масштабам, мы сразу эти вопросы поставим, и нам разрешат начинать эксперимент. За 10 лет численность сельского населения уменьшилась на 16 000 человек. За 2,5 года текущей пятилетки потерян годовой фонд потребления картофеля 70 000 тонн, овощей 20 000, фруктов и ягод 3,5 тонн. Более 30% сенокосов и пастбищ находятся в запущенном состоянии. Как найти выход? И этой проблемой будет заниматься журнал «Парма-Йоль». Диктат ведомств, диктат министерств, которые, в общем-то, стараются снова дать довольно-таки серьезные цифры по госзаказу, по многим другим контрольным цифрам, в общем-то, этот диктат ощущается в полной мере. Вот очень важно сейчас на уровне законодательного органа противопоставить вот этот ведомственный подход нашим общегосударственным интересам. В новом журнале, я считаю, нужно в первую очередь поднять такую проблему, как экология нашего Коми-края. Здесь на протяжении многих лет интенсивно, просто хищнически эксплуатировались полезные ископаемые. И проблема экологии нашей Коми-края стоит на первом месте. Выбросы вредных веществ в воздушный бассейн республики составили в прошлом году более 1 миллиона тонн. Каждые сутки из 1,5 миллиона кубометров сточных вод в Печору через очистные сооружения попадает 70%, а в Воркуту лишь 50%. 700 000 человек в республике пьют воду, не соответствующую ГОСТам. Частично или полностью перестали давать рыбу реки Воркута, Колва, Кожва, Ижма, Ухта, Вуктыл. Но я считаю, что этот журнал должен быть похож на прожектор перестройки. Потому что надо сделать так, чтобы мы вот не только сейчас вот поговорили и забыли, а чтобы действительно наши проблемы как-то решались. Ну, а я считаю, что он должен быть веселым, музыкальным, ну, таким молодежным. Журнал должен освещать все проблемы, касающиеся республики, ну и в частности флота. Лесники через 40, через 30 лет квартиры-то получают. Вот люди работают по 37, по 40 лет почти живут, все еще, ну, жилье, не обеспечены жильем нормально. Я уже не говорю о молодых семьях. Мы уж даже и молчим все. Молодой есть молодой, все должен пройти. План по жилью выполнен в прошлом году на 104%. Тем не менее, в очереди на улучшение условий стоит 125 000 семей. Разрешима ли жилищная проблема в нынешнем столице? На этот вопрос постарается дать ответ журнал «Парма-Йоль». В республике не хватает около 1000 врачей. Заявки на медикаменты удовлетворяются на 67%. По обеспеченности населения врачами Коми занимает 38-е, а больничными койками 47-е место в РСФСР. Не жалуясь на исправительно-трудовые учреждения, надо подходить разумно к решению многих вопросов. И нашу территорию не надо делать территорией, куда надо высылать негодные элементы. Почему тот же преступник, убийца, который живет в других областях Российской Федерации, должен быть выслан в Коми СССР на перевоспитание? Почему он не может жить так же и трудиться в коллективах Москвы, Ленинграда и воспитываться,
как и у нас. В журнале, я так думаю, должны рассматриваться в первую очередь проблемы по лесорубу специально. Там очень большие потери, и надо как-то эту проблему решать вместе там Болгарии, которые в основном рубят, и советские ребята. Разрыв между рубкой леса и лесовосстановлением составляет почти 20 тысяч гектаров. Ежегодно не используется 1,5 миллиона кубометров отходов леса. Так ли уж богата лесом республика, чтобы позволить себе такое? Проблема с техникой еще большая у нас. Все остарелое, все не дают, нигде нету. А надо работать. И вам, и нам. Мы у вас, иногда как у нас. зацикливаемся на каких-то вот мелких проблемах, например, строительство какого-то завода, строительство атомной станции в своем регионе, забывая, что рядом, буквально в соседней области, идет вовсю проектирование, а то и строительство экологически вредного объекта. Поэтому нам, видимо, надо как-то поднять голову немножко повыше и посмотреть на эти вещи в общегосударственном направлении. Избиратели, которые нас выбирали, просто, видимо, не позволят нам работать иначе, не примут нашей какой-то вот пассивности или апатии. Нужны новые подходы. Коми журнал надо, потому что шутки в Карен, и там я не совсем. Все по-русски разговаривают коми, вот коми, мать, отец, коми чистой коми, а только на родить по-русски не даем, маленький, ну-ка, где, мальчик, вставай, кушать, писать, только на родить 2 дня, уже по-русски не говорит, коми мать и коми жена, а не должен так. Надо коми говорить, и по-русски надо говорить. И песня, и тоже по коми песня надо, и по-русски песня. Свою куя, ты будешь, хлеб ужит пур, ежит пару. Смешной должен быть, веселый. Про школьную жизнь. Интересный был, чтобы... Про историю про ребят. Про животных. Смешные рассказы. Чтобы был очень смешной. Чтобы про нашу школу. Чтобы был веселый и интересный. Чтобы там показывали все. Нарождающийся журнал для Коми СССР, он, безусловно, нужен для того, чтобы оперативно освещать эти вопросы, чтобы как-то поднять уровень документального кино, чтобы как-то приблизить его к массовому зрителю, в том числе и к молодежи. Я думаю, что для нашего региона, конечно, такой журнал просто необходим.